Хотите окунуться в яркие краски дикой природы? Подружиться с туканом? Погладить малыша Гиббона? Спешите! Выставка «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Здравствуйте! В эфире новости, подготовленные службой информации телекомпании «Новый век», в студии Чинчика Шпукол. Коротко о главном. Введен режим ЧС. В поселке Кахем талые воды затопили 3 десятка дворов. Спасатели оказывают помощь пострадавшим. Жвачка со странными надписями. Полицейские сотрудники Роспотребнадзора вышли в рейды. Служители Мельпопена принимают поздравления. Сегодня Международный день театра. А теперь об этих и других событиях более подробно. В поселке Кахем в ночь на 25 марта произошло потопление 5 жилых домов и 36 участков придомовых территорий. Введен режим ЧС. Сейчас в зоне потопления работают спасатели. Для пострадавших организованы пункты временного размещения. Им оказывается вся необходимая помощь. Подробнее в следующем сюжете. Подготовлено 5 пунктов временного размещения для жителей пострадавших территорий, куда записалось 147 человек. Фактически сейчас находится 13 человек, 6 из них дети. Школа номер 2 поселка Кахем продолжает прием граждан. Часть жителей расселена у родственников. Для оказания помощи населению организовано дежурство группы спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России и службы ГО ИЧС Республики Тыва. Эвакуация производилась ночью. Воды примерно уже набралось метр. И потаскивали их на спине. То есть лодку уже нельзя затащить в ограду. Все замерзло. Ворота не открываются. И на спине до улицы тащили. Для оповещения населения о работающих пунктах временного размещения задействован автомобиль с громкоговорителем. Не забудьте отключить электроэнергию дома. Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка на подтопленных улицах. Работают 4 бригады со спецтехникой для устройства отводных каналов. Откачивают воду 6 бригад. Проведено заседание КЧС Республики Тыва. Спланированы работы по ликвидации последствий паводка. Оповещение населения проведено СМС-информированием, а также проводится обход граждан. До 28 марта ожидается повышение дневной температуры воздуха до плюс 5 градусов. В связи с этим продолжится интенсивное снеготаяние. Главное управление МЧС России по Республике Тыва рекомендует жителям поселка Кахем оценить границы возможного подтопления и сделать водоотвода от домов в сточные канавы. В случае подтопления сообщите о ситуации в единую дежурно-диспетчерскую службу Кызылского района по телефону 9 10 08 или на телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Тыва 9 99 99. Диана Баямбагус, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». Жвачка со странными надписями на упаковке. О продукте, который появился в Туве, мы уже рассказывали в нашем эфире. О появлении странного товара в региональное управление Роспотребнадзора сообщила одна из предпринимательниц Кызыла. Дело в том, что записи на упаковке жевательной резинки призывают ответить на неоднозначные вопросы или совершить какое-то действие, а ответы разместить в социальных сетях. И не всегда задания безобидные. В связи с этим полицейские сотрудники Роспотребнадзора вышли с проверками в торговые точки. Вместе с ними отправилась и наша съемочная группа. Как только стало известно о прибывшей в Туву партии нашумевшей жевательной резинки с сомнительными надписями на упаковке, правительство республики приняло решение изъять ее из продажи. Надзорные и силовые органы региона организовали совместные рейды по торговым точкам Кызыла. На органы внутренних дел и управление Роспотребнадзора возложена рекомендация по проведению внеплановых проверок и рейдовых мероприятий по изъятию продукции серии «Правда или действие». В последнее время в интернете появились сообщения о поступлении в продажу жевательных резинок, на обратной стороне обертки которой производитель предлагает игру «Правда или действие». По словам продавцов, во многих торговых точках Кызыла данные жевательные резинки уже убрали с прилавков. Однако и есть такие случаи, когда ни сам продавец, ни владелец торговой точки не знают о надписях на обертках данной продукции. Сама жвачку тоже не жую и внимания не обращала, даже что надпись там есть. В ходе рейдовых мероприятий была выявлена одна торговая точка, где продавали жевательную резинку, текст на обертке которой расценили как призывы к членовредительству. В ходе проверок выявлен один киоск, который торговал такими жвачками.
в связи с чем обращаемся к жителям, особенно к родителям, быть бдительными, а к лицам, которые занимаются предпринимательской деятельностью, убрать с продаж данные жвачек. Рейдовые мероприятия на этом не заканчиваются. При выявлении жевательной резинки «Правда или действие» управление Роспотребнадзора будет изымать из продажи, и материалы дела будут направлены в управление ведомства в Санкт-Петербурге, где и находится официальный офис производителя жевательной резинки. Диана Паембугус-Чинчи-Самбуга, Эрец Хавалы, телекомпания «Новый век». Глава Тувы Шолбан Караул провел рабочую встречу с Сергеем Титовым, президентом предприятия «Сибмост», генерального подрядчика, осуществляющего работы по реконструкции аэропортового комплекса Кызыла. Новый руководитель назначен решением Совета директоров организации 10 марта 2017 года, и в Кызыл он прибыл по приглашению премьера с целью ознакомления с ходом реализации инвестиционного проекта, определения плана дальнейших действий по исполнению второго этапа строительно-монтажных работ. Глава Тувы в ходе обсуждения еще раз подчеркнул важность для социально-экономического развития республики своевременное завершение реконструкции одного из крупных строительных объектов. Стороны также обсудили ход продолжения второго этапа модернизации комплекса в 2017 году. Согласно дорожной карте, строители должны завершить работы до конца лета. Ориентировочный срок окончания строительно-монтажных работ на взлетно-посадочной полосе и пассажирском перроне – июль-сентябрь. В соответствии с проектом за 2 года необходимо практически заново отстроить и расширить 2700 метров взлетно-посадочной полосы. Из общего объема финансирования проекта в 1 миллиард рублей в 2016 году было использовано 595 миллионов. На текущий год с учетом переходящего остатка предусмотрено 555 миллионов рублей. Глава республики поблагодарил Сергея Титова за стремление плотно взаимодействовать по всем вопросам модернизации аэропортового комплекса и выразил надежду, что уже в этом году будет налажена прямая авиасвязь со столицей России – Москвой. Сроки ремонта разбитого в ДТП авто ограничат 30 днями. Внести конкретику в отношения страховых компаний и автовладельцев при ремонте машин по ОСАГО решил Центробанк. Чиновники подготовили поправки в действующие правила. Одно из главных новшеств коснется срока восстановительного ремонта. Раньше в правилах говорилось просто о разумном сроке. Из-за отсутствия конкретики автовладельцы были вынуждены месяцами ждать, пока сервис починит авто. В новой версии документа будет прописано, что максимальный срок ремонта должен составлять не более 30 рабочих дней с момента предоставления машины на станцию техобслуживания. Кроме того, в правилах появится пункт о критериях доступности автосервиса. Их Центробанк решил прописать для того, чтобы страховщики не могли хитрить. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 42 копейки, а евро 61 рубль 86 копеек. Далее наша постоянная рубрика «Новости короткой строкой». 27 марта на 5 площадках Кызыла стартовала весенняя школа для 800 учащихся и 100 учителей. Школа проводится в рамках проекта «Успешный выпускник» для подготовки выпускников 11 классов государственной итоговой аттестации. В течение 5 дней до 31 марта работа в целом будет вестись на 29 площадках республики. Из них 5 в столице Тувы, 24 в районах. С 1 июля в России начнет действовать закон о запрете выполнять коммерческие автоперевозки водителям, которые не имеют российских прав на вождение автомобилем. Эксперты считают, что такая мера может почистить рынок такси от непрофессионалов, которые даже не знают названия улиц, по которым едут, и правил движения. Правительством Тувы утвержден приоритетный проект в сфере здравоохранения «Здоровый малыш, здоровая нация». В рамках проекта в 2017-2018 годах планируется совершенствование амбулаторно-поликлинического звена педиатрической службы. Прежде всего, речь идет о создании 5 новых участков в районе ЛДО и передислокации 5 участков с детской поликлиники на востоке в Южный микрорайон. С целью повышения доступности медицинской помощи женщинам дополнительно создадут новые консультации. 2 участка в районе ЛДО и еще 1 в микрорайоне «Спутник». Более половины граждан Тувы, имеющих право на набор социальных услуг из средств федерального бюджета, в 2017 году отказались от этого права в пользу монетизации. В частности, речь идет об отказе от лекарственных средств. Отказываются от лекарственного обеспечения следующие группы: хронические больные, родственники больных психическими заболеваниями, инвалиды 2 и 3 групп и участники Великой Отечественной войны. Льготники, отказавшиеся от помощи из федерального бюджета, могут получить лекарства из средств республиканского, но в условиях его ограниченности вовремя получить лекарства они не смогут.
23-24 марта проведен заключительный этап 15-го республиканского фестиваля детско-юношеского творчества «Салют Победы», который посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне. Среди школ республики под девизом «Мы наследники Победы». Всего в конкурсе приняли участие 17 коллективов из 14 муниципальных образований, всего 793 человека. По результатам выступления диплом первой степени и сертификат на сумму 30 тысяч рублей, а также 16 путевок в Международный детский центр «Артек» присуждены творческому коллективу средней школы номер 1 села Кызылмажалык. Прервемся на рекламу, не переключайтесь. Устали от серой зимы? Мы раскрасим вашу жизнь яркими красками. Муниципальный жилищный фонд города Абакана объявляет акцию на готовые квартиры по адресам Крылова 85 и Жукова 89. Стоимость квадратного метра от 33 тысяч рублей. Купить квартиру реально. Главное, не упустите момент. Предложение ограничено. Город окон в Кызыле. Прочные теплые окна и надежные стальные двери по доступной цене. Аюна Курседи 54. Телефон 8 929 314 0303. Новый магазин «Замок» на Аюна Курседи 103. Защити свой дом и все, что в нем. Здесь вы найдете замок к любой двери. Замки Аюна Курседи 103. В эфире выпуск новостей на канале «Новый век». Мы продолжаем. 27 марта – Международный день театра. Свой профессиональный праздник актеры, как обычно, встречают на сцене, чтобы сделать подарок своим зрителям. История Тувинского театра насчитывает не один десяток лет, и мы с гордостью можем сказать, что талант наших артистов востребован не только в России, но и за рубежом. Так, Национальный музыкально-драматический театр республики – лауреат многих международных и всероссийских театральных фестивалей, дипломант Национальной театральной премии фестиваля «Золотая маска». Сегодня коллектив театра стабилен и творчески состоятелен, что позволяет ему осуществлять разнообразные и разноплановые постановки. Художественное направление развития театра отвечает современным требованиям зрителя. Это интерес к истории Тувы, возрождение нравственных ценностей, возврат к духовному и мифологическому наследию своего народа, а также связь с классической и современной драматургией. Мы поздравляем с Международным днем театра и тех, кто в нем работает, и тех, кто ходит на спектакли и любит театральное искусство. «Меняй себя, а не планету». Тува присоединилась к международной акции «Час Земли», которая прошла в минувшие выходные. Она призывает на время отключить электричество, тем самым выразить бережное отношение к природе и ко всему окружающему. В Кызыле центром проведения акции стал Национальный музей. Именно там собрались активные жители нашего города. Как это было, расскажем в следующем сюжете. Возле Национального музея Тувы десятки людей. Все они пришли, чтобы принять участие в акции «Час Земли». Она проводится ежегодно Всемирным фондом дикой природы в последнюю субботу марта. В 20 часов 30 минут по местному времени ее участники на 1 час выключают свет и электроприборы. В этой акции в 170 государствах, более 7 тысяч городах с нами отмечают более 2 миллиардов людей. Основной лозунг этого сегодняшнего мероприятия – «Меняй себя, а не планету». Акция «Час Земли-2017» в год экологии особо охраняемых природных территорий актуальна тем, что главной целью акции является не только экономия электроэнергии, но и привлечение внимания людей к экологическим проблемам планеты. Мы любим природу Тувы, да? Мы будем ее беречь! В 8:30 под обратный отсчет всех участников выключилась подсветка практически во всех государственных учреждениях Кызыла. По словам самих участников акции, подобные мероприятия в век глобализации нужны и важны, особенно для молодежи, чтобы они не забывали, что природа нуждается в нашей защите. Те, кто пришли сегодня поддержать вот эту акцию, они знают, что надо беречь и охранять нашу природу. И надо вот так же, как есть, передать своим поколениям следующим. Стоит отметить, что впервые «Час Земли» прошел в Австралии в 2007 году. Международной акция стала в 2008. Она как повод задуматься над проблемами истощения природных ресурсов и что каждый конкретный человек может сделать для сохранения Земли. Чинчи Кашпукол, Чинчи Самбуга, РС Хавалык, телекомпания «Новый век». В Туве закрыты 2 из 5 ледовых переправ. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Итак, прекратили работу переправы Элихемская в Улухемском районе и Тоджинская в Тоджинском районе. Решение о закрытии ледовых переправ было принято раньше установленного времени в связи с тем, что толщина и прочность льда снизились. На дорогах, ведущих к переправам, появились колеи, наполненные талой водой. Съезд на переправы прегражден, выставлены шлагбаумы. Тема безопасности на талом льде не менее актуальна сейчас, чем половодье, ведь уже была жертва. Об этом мы поговорим в рубрике «Гость в студии».
Сегодня у нас в гостях главный специалист отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Туве Анатолий Мильшин. Здравствуйте, Анатолий Викторович. Здравствуйте. Весна, к сожалению, у нас началась с печального известия, что в поселке Кахим утонул ребенок. Как это произошло? Да, к сожалению, этот год у нас начался с печальной статистики. Значит, эти дети гуляли без присмотра взрослых рядом с рекой Серебрянка в районе дачного общества одноименного, без присмотра родителей. Ну, видимо, играли, и она упала в воду. Своими силами они не смогли помочь, позвали мать, но она уже не успела помочь ничем, к сожалению. Какая работа ведется, чтобы не допустить таких повторных происшествий? Да, усиленно госинспекторами проводятся профилактические рейды, где выявляются такие потенциально опасные места. Главы администрации, в свою очередь, должны выставить запрещающие знаки и организовать патрулирование административных комиссий в данных местах по выявлению лиц, нарушающих предписание данных знаков, и накладывать на них административные штрафы. Помимо места в Серебрянке, еще какие опасные места у нас есть? Опасные места у нас на территории всей Республики Тыва сейчас на водоемах, так как уже активное таяние идет льда, повсеместно уже образовываются проталины, и эти места крайне опасны. Насколько сейчас опасно выходить на лед? Сейчас на лед выходить в любых местах уже крайне опасно. Также сейчас невозможно определить визуально толщину льда, тем более его несущую способность, потому что уже из-за вот этой талой воды невозможно определить, что под ней находится, какое качество льда. То есть необходимо вообще избежать от выхода на лед. Сегодня какие-то реки уже вскрылись? Реки не вскрылись, но они уже практически начинают скрываться, так как уже таяние льда активно идет. Ведется ли какая-то работа с рыбаками? Да, сейчас активная работа ведется с рыбаками. Ежедневно с ними проводятся профилактические мероприятия в виде бесед, раздаются памятки. Наблюдаем за ними, чтобы они оставляли свои транспортные средства на берегу. Лунки часто не бурили. Большими группами в уловистом месте не собирались, как это увеличивает риск провала на льду. Если с рыбаками все понятно, люди все-таки взрослые, с детьми какая работа ведется? С детьми ведется усиленная работа. Сейчас во всех школах республики проводятся профилактические лекции, детям показываем видеоролики, мультики поучительные, чтобы они уже воспринимали, что на лед выходить опасно. Раздаем им памятки, также с профилактическими мероприятиями. И также ведем с учителями ОБЖ, чтобы они также им во время своих уроков доводили все правила безопасности. Сейчас время весенних каникул в школах. Какие рекомендации будут родителям? Родителям рекомендации очень жестко следить за своими детьми. Сразу им основные правила, чтобы рассказали, нельзя вообще находиться рядом с водоемом. В любой момент можно упасть и с печальными последствиями. То есть, либо вообще, чтобы дети во время каникул находились всегда под присмотром родителей. Помимо детей, кто входит в группу риска? В группу риска входят все, как рыбаки, так и водители, которые водную преграду преодолевают, и тем более дети. Анатолий Викторович, известна ли какая толщина на сегодня Енисея? Толщина льда сейчас разная в разных местах Енисея. Она колеблется местами от 20 сантиметров и до 80. Уже это крайне опасная толщина льда. Насколько часто вы измеряете толщину? Толщину льда мониторинг ведем мы ежедневно, дабы узнать, как интенсивно происходит таяние льда, его структуру, какую несущую способность оно несет, и чтобы своевременно проинформировать население о ее толщине льда. 2 ледовые в Туве переправы закрыты. Что с остальными? Да, 2 ледовые переправы у нас закрыты на сегодняшний день. Это Элекхемская в Улукхемском районе и, соответственно, Тоджинская в Тоджинском.
На сегодняшний день открыты еще 3 переправы. Это Карахакская и 2 в Кахемском районе, Бельбейская и Усть-Буренская. Карахакскую мы уже на днях закрывать собираемся. Сегодня комиссионные провели обследование ее. Также у нее уже начинается выступление талых вод на поверхность. То уже крайне опасно, к провалу приводит техники подлет. И к концу недели, так скажем, уже закроем, наверное, не только ее, но и остальные 2 переправы. Если ЧП избежать не удалось, что делать в этом случае? Если все же провалились под лед, ни в коем случае не следует паниковать, хвататься за кромку льда и звать на помощь. Это основные правила, которые необходимо человеку, провалившемуся, соблюдать. Все равно кто-то вас услышит и поможет. Ну и напоследок ваши рекомендации жителям республики. Обращаюсь к жителям республики, в основном к родителям, чтобы детей не отпускали ни в коем случае на водоем. Всегда были они у вас под присмотром, и тогда несчастных случаев не случится. Спасибо, что пришли. Надеемся, что печальная статистика больше не пополнится случаями. А я напомню, что у нас в гостях был главный специалист отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Туве Анатолий Мельшин. Самое время узнать, какая погода нас ждет в ближайшие сутки. Завтра в Кызыле переменная облачность, ночью -1, -6, а днем +4, +9. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 709 миллиметров ртутного столба. По сообщению Гисметео в предстоящие сутки. В Туране погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром -17 градусов, днем -3, -8. В Ародане ясно, без осадков. Температура воздуха утром -17 градусов, днем -2, -8. На Полке погода ясная, без осадков. Ветра нет. Температура воздуха утром -15 градусов, днем -2, -7. В Танзыбее ясно, без осадков. Температура воздуха утром -18 градусов, днем 0, -5. По всей трассе проводятся дорожные работы и проезд удовлетворительный. На этом все. Выпуск новостей вы найдете на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Спасибо, что были с нами. До свидания.